Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На текущие сутки в медицинские учреждения, в стационарные медицинские учреждения республики госпитализировано 54 человека с диагнозом коронавирусная инфекция, что в 2 раза меньше, чем было госпитализировано в субботу. От общего количества выявленных случаев это составляет 1,4%. За сутки выявлено 3802 случая. Необходимо обратить внимание на достаточно стойкую тенденцию развития заболевания на территории города Якутска и тенденцию увеличения количества заболевших на территории улусов нашей республики. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности, совместно с управлениями Роспотребнадзора, оперативными штабами на местах, соответственно, осуществляется оказание всей необходимой помощи. Республика сохраняет высокий уровень тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции, что и позволяет достаточно рано выявлять заболевание и, соответственно, начинать его лечение. На настоящий момент, на 7 февраля 2022 года, лечение в стационарах республики получают 9,6% больных, в амбулаторных условиях 94%. По данным Управления Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия, озвученных на оперативном суженном оперативном штабе у главы республики сегодня, 12% из заболевших имели вакцинацию, срок ревакцинации которые не вошли в процесс защиты, не достигая срока ревакцинации. За сутки у нас выздоровело 3210 человек, и, соответственно, на 200 человек выздоровело больше в субботу. То есть, таким образом, в целом за выходные в республике выписано практически 7000 человек с диагнозом выздоровления. Я обращаю внимание, что несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции очень большая, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Как известно, 4 февраля 2022 года Министерством здравоохранения России внесены изменения, в соответствии с которыми на настоящий момент в некоторых моментах меняется в том числе методы лечения новой коронавирусной инфекции. Помимо уже известных нам способов лечения, таких как вызов врача на дом, приход в амбулаторные центры, либо приход в свою поликлинику, допускается также лечение с открытием больничного листа через дистанционные консультирования с врачом. Соответствующие установки даны поликлиникам в республике. Кроме того, в целях того, чтобы непосредственно нам разрешить ситуацию с доступностью квалифицированной медицинской помощи для районов республики в большем количестве, чем оно было на тех ранних стадиях, принято решение со вчерашнего дня. Работает центр аудиоконсультаций, в которых могут обратиться любой гражданин республики, у которого есть симптомы СОРВИ, и уже непосредственно получить соответствующую консультацию. Необходимо обратить внимание, что принятие решений о переводе детей с дистанционного на очное образование будет приниматься в соответствии с новыми правилами, установленными Роспотребнадзором. На настоящий момент дистанционное образование на территории города Якутска, а также ряда районов продлено до 15 февраля. Соответствующее решение по переводу на очное обучение будет приниматься, в случае тогда, когда количество заболевших детей, в классе или в группе находится больше 20%, то есть по правилам ОРВИ. В связи с чем необходимо обратить внимание на то, что непосредственно такие правила существуют, и они будут касаться уже новых карантинов и новых установленных переводов на дистанционное обучение. Кроме того, необходимо обратить внимание, что соответственно с новым постановлением главного санитарного врача Российской Федерации
выписка больного может осуществляться, если заболевание происходило в легкой форме, значит, без сдачи при отсутствии симптома заболевания, без сдачи контрольного анализа на новую коронавирусную инфекцию.